Эмили получила телефонный звонок в 3 часа ночи. Голос прошептал «Не покидай свою комнату». Она замерла. Спустя мгновение она услышала, как кто-то идет по коридору. На следующее утро полиция нашла следы у ее двери. Никто так и не узнал, кто ей позвонил. Эмили не могла избавиться от чувства тревоги, она пыталась понять, что произошло ночью. Полиция изучала следы, и каждый шаг, который они делали, заставлял ее сердце биться быстрее. «Кто это мог быть?» – думала она, когда ее мысли возвращались к таинственному звонку. Эмили решила, что не может просто так сдаться. Она начала расследование самостоятельно, собирая информацию о звонках и шептах. Каждое новое открытие приближало ее к разгадке, но ужас все еще не покидал ее. Эмили встретилась с близким другом в кафе, рассказывая о своем ужасном опыте, и заметила, как его лицо меняется от беспокойства. В уголке глаза она увидела старую статью в газете, которая говорила о похожих звонках в их округе, и ее настороженность только усилилась. Поздно ночью Эмили сидела за кухонным столом, окруженная статьями и заметками, и чувствовала, как страх охватывает ее. Внезапно в окне мелькнула тень, и непонятное чувство опасности заполнило ее сердце, но она даже не заметила этого.